Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Мы достаточно много в выпусках нашей программы говорим о резервах экономики, новых возможностях для роста. Безусловно, ключевой ресурс в современных российских реалиях – это повышение производительности труда. Если помните, мы о нем достаточно подробно говорили в выпусках нашей программы. Но настоящие эффекты, если хотите, прорыв экономики, случится тогда, когда наряду с повышением производительности будет решаться другой, стратегический для российской экономики вопрос – повышение ее энергоэффективности и снижение энергоемкости. Здесь, как говорится, широкое поле для деятельности и все возможности идти по пути прогресса. Пока же энергоемкость российской экономики существенно превышает среднемировой показатель. Татарстан здесь может служить примером. По данным Министерства промышленности и торговли республики, за последние 10 лет энергоемкость татарстанской промышленности снизилась на 24%, тогда как в остальных субъектах темпы повышения энергоэффективности остались на уровне 17-20%. Основными трендами развития энергетической отрасли республики являются модернизация генерирующих мощностей производственных объектов энергосистемы и развитие энергосбережения и энергоэффективности. Стратегическая цель остается прежней – это надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией, энергетическая безопасность республики, повышение конкурентоспособности субъектов электроэнергетики на оптовом рынке электрической энергии и мощности. Что касается модернизации, здесь успехи татарстанской энергетики очевидны. Назовем только несколько свежих примеров в области генерации. В июне 2017 года АО «Таиф» были введены новые мощности на Казанской ТЭЦ-3. Это газотурбинная установка мощностью 405 мегаватт. В 2018 году был завершен проект модернизации Казанской ТЭЦ-1 АО «Татэнерго». К 2021 году, опять же, акционерное общество «Таиф» совместно с Siemens собирается построить парогазовую установку мощностью 495 мегаватт на площадке Нижнекамск-Нефтехима. Если крупные промышленные гиганты в Татарстане сегодня показывают позитивный пример в вопросах энергоэффективности, то сферам ЖКХ, некоторым бюджетным учреждениям в этом направлении стоит подтянуться. Но это отдельная тема, а мы сегодня в нашей программе поговорим, как и с каких моментов складывается успех на предприятиях энергетики Татарстана. Это действительно лидеры отрасли, наиболее эффективные предприятия не только в республике, но и в России в целом. Как они работают, как развиваются. Мы с вами сегодня побываем не только на производстве, но и расскажем, чем живут и как отдыхают энергетики после трудовых будней. Обо всем по порядку. Смотрите в этом выпуске. Энергетика Татарстана, как она изменилась за последние годы. Предприятия-лидеры, узнаем о них больше. Правильные приоритеты, экологические мероприятия как фактор успешного предприятия, как они претворяются в жизнь в компании ТГК-16. Заботы о персонале, чем живут работники энергокомпании ТГК-16 вне производства. Социальная политика успешной компании. На каких принципах она строится? Все расскажем и покажем. В футболе есть такое выражение: хороший судья тот, которого на поле не видно. Если провести аналогию, работу энергетиков мы ведь тоже не сильно замечаем в повседневной жизни. И даже когда рука привычно тянется к пульту телевизора, выключателю, мы и не вспоминаем, откуда берутся эти блага цивилизации, кто за ними стоит. Между тем, труд этих людей сложно переоценить. Он важен для общества в целом и для каждого из нас в отдельности. Электричество, энергия – это сегодня кровь экономики. И именно эти люди разгоняют ее так, чтобы наша жизнь продолжалась. Комфортно, удобно, с перспективой развития. Та самая энергия созидания, которая подгоняет нашу жизнь вперед. Конечно, за всем этим прогрессом стоят конкретные люди и реальные предприятия. Как преобразилась энергетика Татарстана за последние 5-10 лет? Что сделано и что еще предстоит сделать? Как это все продвинуло нашу промышленность? Как повлияло на надежность энерго- и теплоснабжения наших городов? Расскажем прямо сейчас.
Иннокам – Камский инновационный производственный кластер. Основная точка роста экономики Татарстана и один из крупнейших промышленных центров в масштабах всей страны. Именно здесь сосредоточены главные промышленные силы республики – предприятия нефтепереработки, нефтехимического и машиностроительного комплексов. Они сегодня задают вектор промышленного развития всего Татарстана. И этот вектор поступательный. И надо понимать, в основе этих успехов работа энергетиков. Трудная, сложная, но всегда очень полезная и созидательная. Сегодня энергетики Татарстана создали мощный плацдарм, надежную энергетическую базу, которая позволяет обеспечивать энергией не только действующие предприятия, но и смело строить новые производства. Мы много в нашей программе сегодня говорим о перспективных технологиях, а между тем они уже стали реальностью. По крайней мере, на предприятиях-лидерах в сфере энергетики. Тон в этом плане в последние годы задают предприятия, входящие в энергетическую компанию ТГК-16 в составе группы ТАИФ. ТГК-16 начала работу на энергетическом рынке России в июне 2010 года. Сегодня в состав предприятия входят две станции – Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1. Это лидеры своей области ТЭЦ, которые ежегодно наращивают динамику производства, обеспечивая энергетическую безопасность потребителей и внедряя инновационные технологии. Вот уже 2 года на базе Казанской ТЭЦ-3 функционирует одна из самых мощных в мире газовых турбин производства General Electric. Результаты говорят сами за себя. Модернизация электростанции позволила вдвое увеличить установленную мощность до 790 мегаватт. С вводом в эксплуатацию ГТУ технико-экономические показатели Казанской ТЭЦ-3 вышли на новый качественный уровень. В 2018 году выработка электрической энергии по Казанской ТЭЦ-3 по отношению к 2016 году выросла в 3,4 раза. Выручка по основной деятельности выросла на 104,9%. Выручка от продажи электрической энергии на 204,5%. За 2018 год выработка электрической энергии на Казанской ТЭЦ-3 по сравнению с 2016 годом увеличилась более чем в 3,4 раза. Это положительно повлияло на финансовые показатели станции. В частности, выручка по основной деятельности выросла на 104,9%, выручка по электрической энергии на 204,5%. Всего за 2 года работы газотурбинная установка выработала почти 4,8 миллиарда киловатт-часов. Отпуск тепловой энергии составил более 611 тысяч гигакалорий. Основной показатель экономичности работы станции – удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии сократился более чем на 28%. Всего же за эти 2 года установка проработала более 14,5 тысяч часов. Но не только экономические показатели выделяют Казанскую ГТУ из ряда других энергоустановок. На ней используются инновационные материалы и технологии. Они существенно уменьшили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сократили негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, ГТУ позволила значительно повысить эффективность тепло- и электроснабжения промышленных предприятий и населения Казани, а также сохранить тарифы на одном из самых низких уровней в республике. Энергетика Татарстана продолжает уверенно двигаться вперед, оставляя позади времена энергодефицита. Этот поступательный тренд развития важно сохранить. Ведь это в интересах не только самих энергетиков, но и экономики Татарстана в целом. Нацеленность на результат, постоянная модернизация – то, что отличает все предприятия группы ТАИФ, в том числе компанию ТГК-16. Вопросам экологии и охраны труда в энергокомпании уделяется особое внимание, а выполнение экологических требований находится под постоянным контролем руководства. Зарина Ахметова продолжит. Повышение эффективности производства и снижение опасных выбросов. Казалось бы, это две абсолютно противоположные цели. Достичь одного и другого одновременно крайне сложно и дорого. Однако на ТГК-16 добились положительных результатов в обоих направлениях. Только в 2018 году по ТГК-16 общая сумма затрат на охрану окружающей среды и природопользования составила почти 260 миллионов рублей. И эти затраты приносят свои плоды. Так недавно принципы экологической политики были в очередной раз реализованы на практике.
На Казанской ТЭЦ-3 были построены очистные сооружения ливнево-талого и промышленного стока. По результатам работы очистных сооружений за 2018 год возврат воды в производственный цикл станции увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом и составил более 389 тысяч тонн. Масса предотвращенных сбросу нефтепродуктов выросла более чем в 6 раз. Возможность попадания загрязненных стоков в водные объекты Казани практически исключена. Используя новые технологии, то есть фильтры новые, значит, абсорбенты новые, соответственно, мы добиваемся более лучшей очистки от загрязняющих веществ. И уже исходную воду по максимуму мы стараемся использовать в цикле станции. И если не позволяет просто-напросто пропускная способность у нас приема такого большой воды, мы направляем в промышленную ливневую канализацию. В 2017 году на теплоэлектроцентрале запустили мощнейшую газотурбинную установку производства General Electric. С того момента она выработала около 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Отпуск тепловой энергии составил более 600 тысяч гигакалорий. При этом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно уменьшились. Все благодаря инновационной камере сгорания и постоянному контролю. На новой газовой турбине, на установке газотурбинной, у нас установлена автоматическая система мониторинга за выбросами, которая в постоянном режиме контролирует выбросы загрязняющих веществ. Мы для проверки этой системы периодически вызываем специализированную аккредитованную лабораторию для подтверждения работы этой системы. В планах компании перевооружение химического цеха на Казанской ТЭЦ-3. Это позволит снизить содержание сульфатов в сточной воде станции. Экологическая ответственность – один из значимых пунктов социальной деятельности ТГК-16. Еще одна важнейшая ее составляющая – промышленная безопасность. В компании соблюдаются государственные требования охраны труда. В прошлом году это подтвердила инспекция. Проводится по так называемой инвест-программе большая работа по реконструкции, техперевооружению всей станции, оборудования станции. В данный момент идет техническое перевооружение газового оборудования энергетического котла 4 с внедрением системы взрывобезопасности. В прошлом году такая же работа была по 3-му котлу. В соответствии с законом все сотрудники регулярно проходят медосмотр. Проводится и специальная оценка условий труда на рабочих местах. Большое внимание в ТГК-16 уделяется обеспечению сотрудников современно сертифицированной спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Для работы в электроустановках, включая их обходы, необходимо использовать специальную одежду, спецодежду. Спецодежда выполнена из специального материала, которая предотвращает опасное воздействие электрической дуги на тело человека. Для ликвидации аварий в компании создано нештатное аварийно-спасательное формирование. В ее состав входят 20 сотрудников ТЭЦ. Рамис Хисматуллин на станции работает слесарем и следит за исправностью оборудования в химцехе. Но есть у него и другие обязанности. При возникновении нештатной ситуации мы получаем команду от командира НАСов, и он говорит нам подключиться, одеть оборудование, подключиться. То есть мы проходим в комнату, где у нас оборудование лежит, одеваемся, подключаемся, и он дает уже команду. Если кого-то нужно спасать, нужна помощь, то есть мы идем на помощь. Каждые 3 года НАС проходит переаттестацию, следующая уже в августе. Регулярно проводится обучение и остальных работников станции. К слову, за последние 3 года на ТЭЦ не было допущено ни одного несчастного случая, что подтверждает эффективность работы компании в области охраны труда. В последнее время мы достаточно много внимания уделяем в нашей программе вопросам социальной политики на предприятиях реального сектора. И, конечно, не просто так. Успешные компании – это всегда социально ориентированные компании. ТГК-16 в этом отношении пример более чем показательный. Сегодня в энергокомпании работает более 1500 человек. Условиям труда и дополнительным гарантиям для персонала здесь уделяют особое внимание. Сегодня в нашей программе у нас премьера рубрики. Руфина Мукминова продолжит. Добрый вечер, с вами Руфина Мукминова и рубрика «Подробнее». Что такое профсоюзы и зачем они нужны? Сегодня мы подробно поговорим на эту тему.
Еще в советские годы профсоюзные комитеты были практически на каждом предприятии. Эти объединения представляли работникам защиту социальных, трудовых и иных прав и интересов во взаимоотношениях с работодателем. Также профсоюзы представляли льготы тем, кому это необходимо. Все мы помним путевки в санатории и лагеря, что называется, от работы наших родителей. На мой взгляд, этот советский опыт можно считать положительным. К сожалению, общий мировой тренд таков, что профсоюзных организаций остается все меньше. Но, тем не менее, во многих успешных татарстанских предприятиях они все-таки сохраняются. Мы пригласили в нашу студию главу профсоюза энергетической компании ТК-16 Рамиля Ареткулова, чтобы поинтересоваться, чем живут сейчас профсоюзы и какую пользу они несут для работников. Рамиль Камилевич, добрый вечер. Добрый вечер, Руфина. Расскажите, пожалуйста, зачем нужны профсоюзы в современных реалиях и какие возможности работникам дает членство? На самом деле профсоюз, он, что было в советское время, что сейчас, по сути, несет одни и те же задачи. То есть профсоюз – это союз работников, которые объединились для защиты своих трудовых и социальных прав. Ну, это, конечно, звучит защиты, как бы, вот но если взять конкретно наше предприятие ТК-16, то не всегда приходится защищать работников. Но, по крайней мере, мы в своей работе, основной принцип – это основан профсоюз на социальном партнерстве, партнерстве между работниками и работодателем. То есть основным документом, основополагающим является коллективный договор, наверное, в котором отражаются все компенсации, льготы, гарантии работникам, которые предусмотрены не только Трудовым кодексом, но и сверх Трудового кодекса. То есть мы занимаемся организацией мероприятий, то есть будь то праздники, там, профессиональные праздники, там, 8 марта, 23 февраля. То есть эти все вопросы профсоюз тащит на своих плечах. В общем, вы делаете все, чтобы работникам было приятнее приходить на свое рабочее место, правильно я понимаю? Конечно, работники, по сути, они чувствуют себя защищенными, то есть мы являемся одним большим коллективом, то есть которых одни интересы. То есть, по сути, интересы работников и работодателя совпадают. То есть, и что работник, что работодатель, они все хотят обеспечить высокий уровень жизни. Ну, к сожалению, такая тенденция общемировая, что за последние 4 года количество людей, которые вступают в профсоюзы, сократилось в 2 раза. Как вы считаете, с чем это связано? Неужели профсоюзные объединения теряют свой статус влиятельных организаций? Ну, наверное, это связано все-таки с тем, что немного профсоюзы, наверное, ущемили, так скажем, это со стороны правительства. То есть сейчас у нас нет тех прав, которые были, скажем, в советские времена. Немножко профсоюзы утратили свои права, но в то же время я не скажу, что если взять конкретно предприятия энергетической сферы, то есть у нас профсоюзное членство не снижается, то есть у нас средний уровень профсоюзного членства 95%. То есть это высокий показатель, если брать статистику по Российской Федерации. То есть профсоюз энергетики – это одно из самых таких наиболее крупных профсоюзных объединений России. Поэтому сказать, что мы утратили свою силу, как бы, наверное, нельзя. То есть мы, по сути, созданы для того, чтобы объединены для общей цели. А вот что именно, я вас немножечко перебила, что именно, какие программы вы внедряете, то есть как вообще в течение года, что реализуется? Просто зрителям интересно именно вот на практике сказать, что вы делаете конкретно для своих, помимо 8 марта, там, 23 февраля, что еще есть? У нас, если даже взять, вот есть те обязательства, которые закреплены Трудовым кодексом, то есть, а есть обязательства, о которых договаривается профсоюз с работодателем. То есть это, ну, казалось бы, мелочь, но в то же время, скажем, если взять конкретно наше предприятие, то есть такие, скажем, льготы и гарантии, которые не предусмотрены Трудовым кодексом. Это, например, при рождении ребенка работник получает определенную материальную помощь. При заключении брака, то есть при первом бракосочетании. То есть это говорит о том, что все-таки работодатель стремится, чтобы все-таки бракосочетание было один раз и навсегда. То есть материальная помощь оказывается только при первом бракосочетании. То есть при выходе в отпуск материальная помощь. То есть это все те гарантии, которые не предусмотрены Трудовым кодексом. А какие жилищные программы у вас на предприятии реализуются?
предприятие ТГК-16 уже существует с 2010 года. И за это время у нас основная программа – это программа социальной ипотеки, которая существует в Республике Татарстан. Но на нашем предприятии, и как на многих предприятиях группы компании «Таиф», есть предприятие, программа так называемого дополнительного жилья, реализация квартир по договорам купли-продажи, в которой квартиру может получить не только нуждающийся работник, но и тот, кто обеспечен жильем. То есть он может получить квартиру, например, для своего ребенка, на будущее, скажем, своего ребенка. То есть у вас нет людей, которые в данный момент у вас на предприятии нуждаются в жилье? Да, у нас все работники обеспечены жильем, по сути. То есть у нас работник, который отработал год, то есть он становится полноправным участником, имеет право получить квартиру, то есть встает в очередь, подает документы и, по сути, может в течение месяца-двух получить квартиру. Здорово. На льготных условиях. Это очень интересно. Действительно, многим татарстанским предприятиям стоит у вас поучиться. А мы с вами прощаемся, Рамиль. Благодарю вас за интересный разговор, за то, что ответили на все мои вопросы. Спасибо вам. Всего доброго. Вступайте в профсоюз. А для наших телезрителей мы подготовили сюжет о социальных программах энергетической компании ТГК-16. Заинтересованность человека в работе на предприятии и его успешной экономической деятельности тем выше, чем больше количество предоставляемых предприятиям льгот и услуг. Это вполне понятно и обосновано. Согласитесь, куда приятнее посвящать свою жизнь работе и компании, которая заботится о тебе. Успешная модель внедрения социальной политики наблюдается на татарстанском предприятии ТГК-16. Здесь работают, создавая целые семейные династии. В 2014 году предприятие начало активно работать с молодежью. Для этого появилась отдельная структура – молодежная организация Казанской ТЭЦ-3. С тех пор жизнь на предприятии оживилась и стала более насыщенной и яркой. На Казанской ТЭЦ-3 мы проводим очень много мероприятий, которые призваны охватить все сферы жизни молодежи. При поддержке нашей профсоюзной организации мы проводим различные научные мероприятия, такие как конференции, слеты молодежи. Также интеллектуально-логические мероприятия, новый такой модный формат квиз, вот мы проводили викторину. Далее мы проводим различные культмассовые мероприятия, мероприятия спортивные для такой вот общей физической подготовки молодежи. И командно-образующие мероприятия, которые призваны сплотить, объединить новых работников, сотрудников. Теме спорта всегда уделялось особое внимание. В филиалах ТГК-16 постоянно внедряются новые формы физкультурных занятий, матчевые встречи между командами, спортивные праздники и акции под эгидой «За здоровый образ жизни», где участвуют не только работники, но и члены их семей. В 2015 году была создана футбольная команда «Энергия». Основной костяк составили работники Казанской ТЭЦ-3. Руководство станции прилагает все усилия к тому, чтобы эта команда существовала, создает условия. То есть у нас постоянно идут тренировки, игры. Участвуем также в различных турнирах. Ездили вот в Москву недавно, в мае. Заняли там 2-е место. Ну, там уже по России были предприятия. Также каждый год участвуем среди энергопредприятий. Это электропрофсоюз, который проводит. Там стабильно мы в призах 1-е место. Как правило, на летний период тренировки приостанавливаются. Тогда профсоюзная организация компании старается устраивать различного рода спартакиады. Участвовать в них с большим удовольствием, ведь каждому приятно почувствовать себя настоящим спортсменом и заработать медаль в личную копилку. У нас на станции соревнования устраиваются частенько. Я вот сама уже, допустим, 2-й год на станции и принимаю активное участие во всех мероприятиях спортивных. Молодежь у нас активная, приобщается, спорт любит. Дополнительным стимулом для работников ТГК-16 является жилищная программа компании. Предприятие ежегодно производит добровольное отчисление на реализацию программы по обеспечению социальным жильем. С момента образования в 2010 году ТГК-16 участвует в программе «Социальная ипотека», а с 2014 года компания дополнительно участвовала в программах развития промышленного комплекса РТ и реализация квартир по договорам приобретения жилого помещения. Более того, ТГК-16 предоставляет
предоставляет денежные займы для оплаты первоначального взноса, а также предоставляет льготы при приобретении жилья. Для семьи Сулеймановых это значительная поддержка. С появлением второго ребенка супруги смогли обзавестись просторной трехкомнатной квартирой. Оба супруга работают на Казанской ТЭЦ-3 и, конечно, благодарны такой поддержке. Самый для нашей большой колоссальной, как и для меня, и для моей семьи, самой колоссальной поддержкой был денежный займ. И вот денежный займ – это для оплаты первоначального взноса жилищной программы «Социальная ипотека». Немногие предприятия сможет поддержать своего сотрудника. Кроме того, ТГК-16 постоянно осуществляет выплаты по таким поводам, как первый брак, рождение ребенка, день рождения, профессиональный праздник. Всего в 2018 году на выплату материальной помощи сотрудникам было выделено порядка 17 миллионов рублей. Такие предприятия дают своим работникам уверенность в завтрашнем дне, поэтому, как правило, новых вакансий тут практически не бывает. Хорошо работает тот, кому для этого предоставляются все условия. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, ее ведущий Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на телеканале «Новый век». До свидания.